Этот мотоцикл, который был Шахид, который его захватили перед, как он взорвал себя. Вот эту машину, которую перевозил Шахидов, чтобы устроить взрыв. Его тоже захватили и обезвредили. Просто я вам сейчас устно так все прочитываю из этих стендов, которые написано. Вот он, красавец, аллигатор. Всем привет! Подписывайтесь на наш канал, нас поддерживайте. Мы сейчас пришли в парк Патриот, где военная техника, которая использовалась в братоубийственной войне в Сирийской Арабской Республике. Вот общая в этом павильоне все техника, которая используется российская армия, и те, которые всякие группировки террористы используют, все здесь есть. В общем, посмотрим. А тут гжель. Вот так выглядит военная медицина, военная палатка. В общем, те, которые помогали гражданскому населению Сирийской Арабской Республики. Папа, тут вода. Вода, это заморозка, бинты. Вот это, которое давление замеряет. Вот это маска. Зеленка. Укол, зеленка. Мобильный пункт выдачи гуманитарной помощи. Это национальная одежда сирийцев. Вот такой пайки. Ну, в общем, пакеты. Крупа, гречка, всякие продукты, в общем, помогали. Вот так она все выглядит. Дай бог, чтобы ни у кого в стране войны не было. Такая красивая, богатая республика, его разрушили полностью. Это политика, страшная сила. И обманули очень много молодежи из мусульманских стран, особенно из бывших Советских Республик. Обманули, сказали, что это религиозная война, вот там убивают мусульман, суннитов, приезжают ищенити такие плохие. И вот она вся. Использовали молодежь пушечной как мясо. А политики, банкиры, производители оружия делают деньги. Вся техника, которую мы сейчас здесь видим, это было использовано в Сирии, в Сирийской Арабской Республике. Вот так скидывали военную технику. Вот в труднодоступном месте, где было окружение террористами, вот так продукты скидывали. Вот это все, что там находили, собирали. Вот это все иностранное производство. Это в основном было это противоправительственным силам, ну, в общем, которые оппозиция, либо террористы. Вот такой комплекс. Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования. Он как-то в песке находит мин, если взрывается, ну, водитель, или как его правильно назвать. Он робот вообще-то, управляется дистанционно. Это все минеры. Ищут, где мина, это все находят и обезвредят. Вот собака. Скорее всего, лучше всего там служил, находил всякие минные места. Это вот противотанковая такая штука, которая сбивает танков. У Сирийской Арабской Республики еще очень много было в запасе советских еще всяких военной техники. Ну, еще и Россия современная поставляла. Благодаря. Вот кошка здесь, скорее всего, с Сирии привезли. Не пугайте кошку. Боится маленькая совсем. Боится.
Я не люблю пошукать. Боевая машина пехоты. Это советская еще, скорее всего. Сейчас она сама спустится. Ребята, здесь жутко. Хотя здесь уже ничего с войны не пахнет, но здесь жутко. Нормально. Сколько горя привозит эта война Не железный. сирийскому народу. Это костюм шахидка. Ну, может, здесь чуть преувеличивали, все в черное одели, что-то придумали, может, добавили своего. Ну, как-то вот так. Это вот вся техника, которая захватила у террористов в провинциях Хама. Это 12.02.2017 году. Вот много здесь вот техника, либо иностранная, либо самодельная. Вот это все приносило смерть людям. Все было захвачено в противоправительственных силах, ну, как их террористами называют еще. Вот. Вот это все самодельные, они стреляли, смерть приносили людям. Вот обычно кто войну начинает, кто зачинщик войны, их дети в войну не идут. Обычно простых людей. А их дети заранее убегают в Англию, в Америку, Францию. А дети обычных людей страдают. И на этом банкиры и производители оружия делают деньги. Вот это вся техника, которая была захвачена у террористов в Алеппо. Вот как-то вот так выглядит захваченный террорист. Ужас, сколько самодельного оружия. Все это и стрелял, приносил смерть. Весь Сирия разрушен, это ужас. В YouTube много очень видеороликов, город показывает. Хорошо, что это война. Это самая длинная война, которая была вот в современном мире. Сколько лет он продолжается. До сих пор же в 2019 году еще не закончил. До сих пор стреляют, убивают. Вот она вся самодельное оружие. Они еще с бородами бегали. Вот так это, скорее всего, какими-то противотанковыми пулями он стрелял. Любую войну обычно политики начинают, а их дети первыми убегают за границу. Это кошки все такие. Вот она вся. Это какая-то импортная иностранная штука. Вот она вся. В общем, какая-то хронология. Как-то показали. Это миномет. Это польский производится, скорее всего. Эта кошка охраняет танку. Скорее всего, как я ранее говорил, в Сирии его привезли, эту кошку. На, кс-кс-кс. Она плохая. Ну как плохо, она защищает себя. Вообще-то меня съела. Вот она. Папа, Как война все это идет. Папа, Вот это все химически отравляющие штуки используются против мирного народа, чтобы больше шума было, больше, чтобы иностранные
СМИ обратила внимание на эту братоубийственную войну. На войне всегда два победителя. Это банкиры, которые дают долг для войны, и производители оружия. Больше победителей нету, только проигравшие. Установка для кустарной наработки этих отравляющих веществ. Вот такие приблизительно выглядят в Сирии, где они всякую химическую фигню приготавливали. Войны нету хорошей страны, плохой. В войне есть только как мы любим. горе Но и убийца. Смерть. Война приносит только смерть и разруху. И после войны всегда тяжело восстанавливать страну. А людей, которые потеряем, люди, которые стали инвалидами, без ног, без ноги. Ой, в общем, война — это очень плохая вещь. К сожалению, всяким войнам очень легко. Их религиозных молодых ребят, религиозно-фанатических, которые относятся к религии, то есть, точнее, фанатически относятся к религии, вот их очень легко переубеждать к этому. Зачем платить кому-то, нанимать профессиональных военных? Лучше придумать какую-нибудь религиозную тему и вперед, дать оружие, стреляйте друг друга. Это все используется в Арабско-Сирийской республике. Вот она, миниатюрная, скорее всего, противоракетный этот. О, это так охраняет российская авиабаза Хамейми. С-400 стоит вокруг. Вот самолеты там стоят. Конечно, Сирия очень сильно мутит Израиль, но про него средства массовой информации ничего не говорит. Короче, пушку с предохранителя снял, там, походу, патроны есть. Это вот водолазы. Они, как я, такие, плавают. Они тут вентилятор. Вот какие-то ракеты. Это разведывательный комплекс. Вот беспилотник. Какие беспилотники большие. Интересно. Ну там камера стоит, да, он разведку делает, прилетает. Это вертолет К-52 «Аллигатор». Выставка, где сирийскую технику закончили. В общем, войнушку не играйте. Это очень плохо, только смерть приносит война. А больше никакой пользы от этого. В общем, ставьте лайк, пишите свои комментарии, поддержите наш канал, подписывайтесь, и будут почаще новые ролики красивые. Спасибо всем.